Бидний цагаан монголчууд төсөл Оросын улбаны улсын нийслэл Москва хотоос үргэлжлүүлэн өгч байна. 2000 какой год мы сейчас? 2020. 2020 оны 3 сарын Сегодня 5 марта. 3 сарын 5 март-ны амьдлах юм байна. Монголчууд цааш шинэ сайхан коронавирусын үед тэмдэглэж явах шиг байна. Тэрхэд коронавирустай тэмцэж байгаа энэ үед Москвад Санжей гэдэг сайхан хүнтэй уулзаж байна. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш проект работает в Москве в такое вот время, когда монголы всего мира справили Цхансар, белый месяц. Скоро женский день. Но все это происходит на фоне распространения вот этого вируса. И, да. Пока в Москве спокойно, да? Спокойно, по крайней мере, да. Ну, сильно ты не испугаешь москвичей, скажем. Санджей говорит, я очень много слышал о вас. Я знаю, что очень многие почитатели культуры знают вас. В Монголии вас многие знают. Я слышал, у вас очень много друзей из Монголии, которые и, наверное, распространяют эти слухи. Может быть. Хорошо. Я их заслал. Специально, да? Героями нашего проекта являются люди. За всем, что происходит в мире, на этом свете, за тем, что происходит большими творениями, большими созиданиями, совсем стоит человек. И я очень люблю этот проект, который дает мне возможность встречаться с прекрасными людьми. И одним из них являетесь вы. Спасибо. Еще раз. Спасибо. Уважение к вам. Спасибо. Начать хочу разговор с того, чтобы мы познакомились с вами. Не только мы с вами, а вот. Можно и с тобой, все нормально, Господи. У художников проще все. Это ну, скажем так, у глав государств там надо как-то. Государство. Да. А мы попроще. И то я даже сегодня, вот вы мне разрешили надеть орден. Так я попросил вас надеть. Ну нет, а я честно вам скажу, что ну как-то не то, что неловко, а ну как-то могут сказать, вот, надевает орден, там же все. Давайте тогда начнем с орденом. Ну, орден, который я вас попросил надеть, это что? Это орден Белого Лотоса, или иначе называется орден Героя Калмыкии. Герой Калмыкии. Да, Герой Калмыкии. Мне присудили, ну как, в общем, вручили его вот 29 октября. У меня 31 был юбилей, 31 октября, 70 лет. Вот, поэтому, значит, видимо, это было, ну, выдвижение было далеко до этого. А сколько вообще героев Калмыкии? Честно говоря, не знаю, по-моему, 23, что ли, где-то вот так. 23, да. Вот там туда входит и Далай-Лама, и это самый Кирсан Илюмжинов. Ну, наверное, генерал Ачиров. Генерал Ачиров, он герой России, я не знаю по поводу этого. Он же калмык, да? Он калмык, да. Вот. Потом, значит, Манджиев Аркадий, который вот недавно, ему тоже недавно вручили. А мне вот я свежий кавалер, как говорится. Так что. А вот здесь. А здесь это значит медаль Академии художеств, Российской Академии художеств, золотая медаль. Она действительно из золота, здесь проба есть, все как вы, значит, член Российской Академии художеств? Я действительно член Российской Академии художеств. Уже сколько лет там? Уже 19 лет. С 7 марта будет 19 лет. А сколько Академии лет? Академии 1757 года. С 57 года, да? 1757. 757. Ну, это
сторожил. Да, да, да. А вот наверху вот маленький вот. А маленький, это вот, который орел, это Орел. действительный член Российской академии художеств. А вот это народный художник Российской Федерации. О, вы народный художник Еще Российской народный Федерации. художник Российской Федерации. Что вам самоуважительное? Вы знаете, Народный художник. Вы знаете, может быть, потому что, ну, народное это государственное. Да. Вот. Академик это наш, как говорится, президиум. Сначала выбирают отделение тайным голосованием, потом президиум выбирает, и потом только тебя как бы вот избрали, и ты стал академиком. То есть ты внутри академии. А вот народный художник это уже российский, признанный. Я же был до этого заслуженным художником тоже. А потом только пройдя заслуженного, ты можешь стать народным. Вообще, как вас величают друзья? Дима. Дима. Да. Народный художник. Да нет, ну как-то так это не принято у нас. Дима. Да. Ну, это только когда открывают выставку, они объявляют, что вот выставка народного художника, академика. Академика. Вот, да. Так что вот. А Потому так, что мы сегодня встречаемся с народным художником России, действительным членом Академии художеств России, героем Калмыкии. А вот нижнее это золотая медаль Академии. Обладатель Золотой медали Академии художеств. Вот так я должен был начать. Но сокращенно Дима. Дима, да. Дима. Да, конечно. Хорошо. Давайте начнем с истории. Вы калмык. Калмык. Папа калмык. Папа калмык. Мама нет. Мама русская. Вот, потому что они познакомились. Я родился в то время, когда, ну, скажем так, пошутим, скажем, первая половина прошлого века. Первая половина прошлого века. Я родился в 49 году, когда калмыки были в ссылке. Вы в курсе про это, наверное. Да, слышал. Вот. Калмыки в 43 году были все посажены в эшелон и на территории Калмыкии ни одного калмыка не осталось, да? Ну, некоторые даже остались воевать там, но каким-то образом там не выслали. Но большинство там отправились. Всю республику просто в 24 часа выслали. Это 45-й. 43-й год. 43-й год. Вот. И там вашего папу отправили туда? Да, конечно, он закончил... Сколько ему было лет? Ну, он 24-го года, значит, это в 43-м году, значит, 19 лет. Вот, он закончил высшую школу военных пилотов, только что должен был идти на фронт, а здесь его в ГУЛАГ посадили. Отправили в Сибирь. А потом отправили в Сибирь. В Сибири он, значит, там, должен был каждый день отмечаться, 24 часа, отмечаться в спецкомендатуре. И я просто хочу сказать то, что мама моя геройская женщина, поскольку она была, сибирячка коренная, вот, по фамилии Москвина Анна Степановна, и она не побоялась выйти замуж за спецпереселенца. Это однако. Но между прочим, я хочу сказать, что многие сибирские женщины, там вот русские, они выходили замуж за калмыков как-то. Потому что, видимо, калмыки хорошо относились, и к калмыкам хорошо относились, и они хорошо относились друг к другу. Сибиряки, ребята хорошие, там не только же в Сибири, в Казахстане были, там на севере были, вот, в Красноярском крае, в общем, это Восточная Сибирь, там вот Иркутск, а это Западная Сибирь, Новосибирск. Я читал о том, что начиная с декабристов, ученые, профессоры, калмыки, вот самых таких всех отправляют в Сибирь. И после этого, наверное, Сибирь стала научным центром, образовательным центром, откуда и родились многие-многие видные российские ученые, художники, вся эта элита. Да. Во время войны не только же ведь ссылки были, но там были просто
уходили от войны, специально переселяли известных художников, известных режиссеров, актеров, снимали в Алма-Ате фильмы там, и так далее, и так далее. А в Новосибирске был театр оперы и балета, переехал туда, вот, и там очень такая элитарная такая была. И эта элитарность тоже повлияла на Монголию, потому что многие тысячи монголов учились там. Да. И то, что Монголия имеет своих великих сынов, своих великих художников, ученых, это благодаря тем переселенцам. Да. Да. И даже вот сейчас я подумал, что вся элита плюс Калмыкия это Россия. Да. Ну, нам повезло тоже, понимаете, существует такой вот. Я расскажу немножко о том, как я в свое время, вообще можно это или как-то мы... Да, говорите. Вот, понимаете, вот калмыки же ушли далеко сюда, в Заволжскую степь, вот, и, естественно, вот, они не могли наблюдать быстрое течение времени, допустим, и вот иконы из Тибета, которые шли, да, буддийские иконы, северный буддизм, школа Гелукпа, вот, Цанхава. Значит, они, если буряты могли ездить в Тибет ближе, и монголы могли ездить в Тибет, вот, и оттуда как бы все модные новшества в отношении даже росписи икон там, и так далее, и так далее. То есть, если, например, взять русскую икону там, времен Андрея Рублева, это одна, потом 17-18 век идет интерпретация какая-то. И поэтому, значит, вот чем интересно, я когда был в Музее Востока, отбирал для съемок буддийские танки, иконы, вот, мне там сказали, женщина-искусствовед сказала, вот чем ценна калмыцкая икона, чем ценна. Она за время, вот это, за 450 лет, она как бы не менялась. Вот, потому что были, допустим, буряты и монголы ездили туда и как бы, ну, были на пульсе. Да. Вот. А эти пока доберешься, пока чего-то, понимаете, и они, у них сохранилось как бы вот исконном виде, в том виде. И вот это как раз очень интересно. Но самое обидное это было то, что когда калмыков высылали, когда они умирали в дороге, выносили людей туда, люди верующие, они клали. Можете для того, поговорить. Батер, у меня сейчас съемка идет, телевизионная. Пока. Угу. Перезвоню. Угу. Батер это... Адучиев. А? Адучиев Батер, депутат Государственной Думы. У меня, кстати, с ним завтра интервью. Я хочу снять его в Дели, в Госдуме, калмыцком. Хорошо. Хороший мужик. Да, и сжигали эти. Нет, не сжигали. Они клали на них, да? И оставляли еще буддийские статуэтки. Будды там, Ямантаки. По дороге, да, оставляли с этими, с умершими. А их не убирали, потому что это где угодно там оставался, в степи там или где-то в тайге, и их выносили прямо из складывали. И у обходчиков, у железнодорожных обходчиков, накапливались, они же обходили, и накапливались вот эти, иконы-то сгнивали, погибали иконы, танки. А вот эти статуэтки, они бронзовые, медные там, они оставались, и вот у них, это мой друг такой Олег Манджиев, он в Санкт-Петербурге, он это, писатель и киносценарист, вот, и он ездил по этим местам и собирал материал, и оказывается, вот мне рассказал, что там у них целые большие эти коллекции вот этих вот буддийских. Хорошо. Давайте вернемся к папе. Вернемся. Он пилот.
Да, летчик. Летчик приехал в Сибирь. Приехал в Сибирь. Чем занимался летчик в Сибири? Ну, там же ведь не в этом дело. Сначала, естественно, там он, ну, электриком работал. Там, потом был один раз, когда уже познакомился, там как-то обжился, чего-то, ему разрешили, он летал какое-то время, так на близкие расстояния, на Ан-2, вот. Потом он был бутафором в театре «Красный Октябрь», вот. И там они с мамой познакомились, потому что там была студия художников, и вот они там познакомились, мама тоже художник, тоже живописец тоже. Вот. И они как-то познакомились, ну и любовь и так далее, и так далее. Ну, в общем, если бы не было вот этого, когда он работал бутафором, а бутафоры там, ну, знаете, в театре там делать сцену, там различные там деревья, мало ли чего там, ну, короче говоря, бутафорские дела. Вот. А потом он уже, как бы его такой Семенов Александр Матвеевич, он в свое время хорошо дружил с Теденбалом. Вот, он был начальник управления межправительственной связи между СССР и Монголией. Вот. Он, ну, в Совете Министров, он, в общем, короче говоря. А тогда еще он работал в Сибири, и когда его перевели в Кемерово, вот, он взял с собой отца и дал дом, в квартиру ему дал. Там, и маме, и мне, вот. И таким вот образом он помог, вот, отцу помог, как бы, ну, по крайней мере, вот он... Не любой человек может бутафорить. Не любой. Человек, который на руку, как говорят, ну, умелый, да? Умелый на руку. Дело-то в том, что отец же потом занимался скульптурой, и уже даже и у него было название его профессии лепщик. Это когда делались вот капители различные, там Каримский орден, там ионический, там и так далее, колонны. Там. Раньше же был ложный классицизм, период сталинский. Вот. Он был такой, что везде дома культуры с колоннами делались, ну знаете, да? Вот. Значит, я могу верно сказать, что у вас отец скульптор, лепщик. Да, нет, сначала он был лепщиком, а потом он уже, когда в 1957 году разрешили возвращаться калмыкам, вот. Но их, как спецпереселенцев, не пускали в такие большие города, как Москва. Вот. Он хотел поступать в Санкт-Петербург или в Москву, не получалось. На художника? Да, учиться на художника. Ему тогда было все-таки еще, хотя в 1957 году ему уже было 33 года. Вот. Все равно хотел учиться? Хотел учиться, да. И он уехал в Белоруссию, в Минск. Вот. И поскольку там он не мог еще поступать, не разрешали, как бы, он ходил вольнослушателем в институт. И еще там обучался лично у некоторых скульпторов, в мастерской помогал, там формовал и так далее, и в то же время учился. И вот он там сделал очень интересные работы, что его даже без там был такой, ну, срок 3 года, что испытательный срок. Вот, и его без испытательного срока вот этого в Союз художников приняли. И вот его фотографии с его скульптур, там, я не знаю, были ли вы, видели, в общем, у него есть такая известная скульптура, называется «Столивар», и там Столивар один бьет, а другой так отклоняется. Да. Вот, это вот отцовская скульптура, его находится, по-моему, в Минске, но с другой стороны авторский повтор есть, в листе есть. Я фотографию видел. Вот. И вот эти открытки были по всему миру. Да. Потом там еще, ну, по всему Советскому Союзу. И потом еще письмо... Это работа вашей папы? Да, моего отца. Вот, потом работа еще такая называется «Письмо с фронта», там солдат один сидит. Да, там, очень известный. Вот. Это отцовские работы. И вот его приняли из-за этого. Это значит, вам с такими медалями еще расти до папы? Но у меня диплом мой институтский сразу же купила Третьяковская галерея.
Но все равно и Россия. Папа работал по всему миру знает. Даже монгол, я восточного Аймака, я видел. Ну, здорово. Я так ужасно рад за отца, честно. Ну, когда это самое, прислали письмо из Третьяковской галереи. Уважаемый Никита Молданович, мы хотели бы просить вашего разрешения, чтобы закупить ваши работы, такие как «Первый самолет», там, это самое, «Каменные бабы», там, это самое, в общем, а это мои работы. Путали. Да, спутали. Он так ко мне подходит: на, вот тебе письмо. Вы в жизни пользовались авторитетом именем папы? Нет, вот как раз я никогда не пользуюсь. Ну, там дело-то не в этом. Дело в том, что когда вот я, допустим, сейчас закончил институт Суриковский в Москве, да, и получилось так, что со мной учились все ребята, известные сейчас многие скульптора. А отцу же не довелось этого, понимаете? Он как бы из Минска поехал в Элисту, организовал там Союз художников, филиал Волгоградский. На родину? Да, вернулся на родину, вот. А у меня, допустим, вот с кем я учился, там Толя Любавин, он сейчас ректор института Суриковского, вот. Потом Саша Теслик, ну, он вице-президент Толя Любавин академии. Саша Теслик, он профессор Суриковского института и академик-секретарь в Академии художеств. И таких наших, моих друзей здесь много. То есть я хочу сказать, что я попал в такое время учебы, как бы российского возрождения. Ведь эпоха возрождения итальянского, да, она была всего 10 лет где-то вот всего. Так что здесь тоже у нас там получилось так, что мои ребята, Юра Воронов, академик, там это самое, Валерка Страхов, академик. То есть наш период учебы, оно как бы вот всплеск такой дало, и все ребята талантливые какие-то такие. Вот. Сейчас многие, ну скажем так, не очень хорошо учатся. Не для того, чтобы вот именно учиться. Вот мы же не имели интернетов, потому что если, например, там нужно было найти какого-то художника, мы шли в библиотеку, смотрели, потом даже тайком кальку снимали, вот, чтобы это, ну, если разрешат, а если не разрешат, то... Я сегодня сижу, изучаю вас. Вот сейчас при разговоре понял, что я должен обязательно изучить вашего папу. Хорошо. Там же ведь это самое, папа, это самое, там есть работы отцовские, это самое, конная статуя Аки Ивановича Гордовикова, потом «Вечный огонь» там, ну, в общем, короче говоря, и много таких станковых скульптур. Я очень хорошо помню того солдата. Да, очень хорошо помню Столивара. Да. Я не думал, что никогда в голову не приходило, что это калмык, монгол. Калмык, да. Вот только вернулся с ссылки, и вот он сразу сделал, и из-за этого вот этот самый, его приняли, минуя вот этих 3 лет. В академии? Не в академии, в Союз художников. Раньше же был испытательный срок, вот 3 года. Мама кто? Мама Москвина Анна Степановна, была живописец, потом, ну, училась, вот, также с отцом училась, а потом художник-оформитель. И я начинал тоже как художник-оформитель. Она меня пригласила на завод, вот, и там устроили меня, я был зачислен слесарем, вот, 4-го разряда, потом 5-го разряда, потом аппаратчиком 5-го разряда. В общем, ну это как бы, а на самом деле я был художником там. Вот так же, как и мама была художником. И интересно, мама вообще, она очень талантливый человек, очень. Я вот получил в основном от мамы. Почему? Потому что я прожил практически до 9 класса, я жил с мамой. А в 9 классе я приехал в Калмыкию к отцу. Вот, учился в 9 классе, вот, потом поехал снова к маме, потом поступил в институт, в училище. Они в разводе, да. Вот. Отец уехал сразу же, и он в Минске там женился. Женился, и у него потом родилось 2 детей, мои брат и сестра. Сестра у меня тоже художник, она закончила Суриковский институт, а брат, он кандидат физико-математических наук.
в общем, умница такой, но вот не повезло вот с этим вот моментом, период, когда... Папы и мамы вы единственные? Да, я единственный. Вот. Ну, я... Вы родились в ссылке? В ссылке, да. И у меня, кстати, есть удостоверение, Да. что я реабилитирован. А, вы еще и считались? Считались, да, что я тоже, как бы, мне выдали. Высланы, да. А в каком году вас реабилитировали? В 57-м разрешали вернуться, значит, а вот удостоверение дали только когда, вот где-то, может быть, лет 10 назад. Вы очень счастливый человек. Я помню, как вы посылали Калмыку. Там сотнями загружали, тысячами загружали поезда для товарники, где по дороге люди мерзли, их половину не стало. Да. Там много, папа исчез. Потом приехал, мама хорошо попалась. Да. Не боялась. Мне, да, естественно, что мне повезло. Очень повезло. Повезло, конечно. И, знаете... И получить от таких самых людей такой дар. Даже вот я честно говорю, я даже вот как бы не сомневаюсь, вот это все мне от моих родителей досталось. Ну, может быть, еще там как бы все равно я какой-то ретранслятор, понимаете? То есть я не верю, что я могу столько придумать, понимаете? Потому что у меня более 3500 эскизов, которых я еще не прикасался даже делать. Вот. А если, например, просто писать пейзаж, да, это одно, я 6 пейзажей могу написать за день. Вот. А эти вот композиции, это же надо их все прорисовать, вот, а потом уже в цвете, потом там, ну, вы сами... Хорошо, в 9 классе вы приехали к папе в Листу. В Листу. Учился, значит, там в первой школе, и в этот момент тоже приехал мой друг Сашка Петров. Он, значит, из Орджоникидзе приехал, а у него отец был министром внутренних дел Калмыкии. Вот. А недавно, буквально вот где-то, 19 числа съемка была на телевидении здесь, в Первом канале. Вот. Поздравляли Анатолия Сергеевича Куликова, бывшего министра внутренних дел России. Вот. И поздравляли его вот с 23 февраля. Вот. А меня и Сашку, Сашка с ним служил и был командиром роты в Листе. Вот. А Толя сам был из Листы. Вот. А я друг Сашки и был в студии МВД здесь работал. Есть такая студия имени Верещагина. Вот. И Анатолий Сергеевич, как министр, приезжал на наши выставки студии. Вот. Там перекрывали дорогу, значит, он приезжал, там ходил. Я ему подарил альбом свой, а он смотрит и говорит: Дмитрий, а вы откуда? Из Бурятии или из Калмыкии? Я говорю: из Калмыкии. Ой, да вы мой земляк, там, то есть, и с тех пор как-то мы с ним всегда как-то здоровались, все. А потом Сашка-то мне сказал, что Анатолий Сергеевич был его командирами роты, они были. Вот, вместе дружили. Валя, его жена Сашкина, с Валей Толика Куликова, вот. Он генерал армии сейчас. Вот. А я говорю: Саша, а что ты не поговорил с Толиком, он бы тебя генералом сделал. А тот говорит: ты знаешь, Дима, я не могу так. Я как вот он полковник, Саша, и остался так, полковник. Вот. Я говорю, он мне сказал: ты можешь ему передать привет только тогда, когда Толика сняли. Анатолий Сергеевич, как говорится, сняли с должности. И он тогда говорит: можешь передать привет ему. Я ему передал, и Анатолий Сергеевич говорит: слушай, пускай мне позвонит и приезжает сюда. И вот он приехал, и потом мы приехали к нему домой, и с тех пор мы дружим, семьями дружим. Вам было сколько лет, когда вы взяли первую бумагу и карандаш? У меня позднее зажигание. Если считать то, что я на заводе там работал, это я с 66-го года. Вот, я там начал оформлением заниматься, потом ушел в армию. А когда пришел из армии, у меня никакого же образования не было, пришел из армии, и еще год
полгода, вернее, работал на заводе и поехал поступать. Но прежде чем поехать поступать, нужно было подготовиться в училище художественное. Мы там переростки, 4 человека были оформителями на заводе, там же завод огромный, Новокемерский химкомбинат, там автобусы ходят, значит, там, вот. И мы, значит, я, например, работал, цех МАО называется, медно-аммиачная очистка. Вот. Там был цех капролактана, цех там еще какой-то еще. И вот 3 девчонки, уже тоже в возрасте, вот, и я, значит, тоже уже попросились в Дом пионеров в художественную школу, чтобы нас директор согласился, говорит, приходите, ребята. И он нас поставил сначала в 1 класс, чтобы мы начали рисовать. Вот. А потом, как только мы нарисовали первый там натюрморт, он говорит, все, в 4 класс идите, последний. И потом он говорит, ребята, вот какие вы молодцы вообще, мы так хорошо все закончили, как бы, вот школу. Он говорит, я вам выдам удостоверение, что вы закончили художественную школу. Мало ли в жизни, может пригодиться. Не пригодилось? В принципе, не пригодилось, потому что, когда приезжал поступать в художественное училище, нам сказали, что вы не говорите, что вы художественную школу заканчиваете. Потому что там у вас как-то уже вроде бы... Построже были. Да. Нет, не в этом дело, то, что построже. А там вас чему-то, в общем, учили педагоги там. Вот, поэтому переучивать это сложнее, чем... И вот вы лучше не говорите. И вот мы также, только они разъехались другие, там одна девочка в Красноярске. Училище где? В Ярославле. Вы начали учиться в Ярославле? Начал учиться в Ярославле. Вот, ну и там познакомился с женой. Жена училась на 3-м курсе, я на 1-м. Вот, а после 1-го курса мы поженились. Папа, мама художницы, жена тоже художница. Жена тоже художница. Дети художники. Дети как? А дети, дочка тоже художник, но она искусствовед и еще и рисует, в общем, поэтому она член совета. В вашем роду врачам, медикам, шоферам, инженерам нет места? Нет, есть, например, вот внучка моя, она ее папа, он закончил Бауманский институт. Он компьютерщик и называется системный архитектор. Он работает где-то, я не знаю, типа Лукойла, что-то вот в таком плане, там какие-то системные дела. Тоже рисует? Нет. Внучка не рисует, внучка пишет рассказы. Написала где-то около 90 рассказов. Там Хорошо, закончили училище. Там познакомились супруги. Супруга кто? Супруга художник. Художник. Вот тоже, значит, потом... калмычка? Нет, она русская, Корчагина. Откуда? Она из Ярославля. Из Ярославля. Вот. И она, значит, вот мы прожили 46 лет, вот в 17 году она ушла. Вот. Поэтому, значит, но она закончила также Суриковский институт, закончила, позже меня на год. Я сначала поступил, я закончил с отличием училище и имел право поступать в высшее учебное заведение, не отрабатывая вот это 3 лет там по распределению. И сразу вы поехали? Нет, я поехал, потому что жена была в положении, вот у моей дочки. Вот, и она, значит, это самое сказала, ты лучше поезжай к отцу и поучись, поработай. Ну надо же как-то это. Я приехал к отцу и устроился там в художественный фонд, и там работал. В Элисте. И там вот первые мои выставки. После училища я участвовал на выставке «Советской Калмыкии», сделал такую работу «Бабушка Маня» называется. Вот, ее купил Калмыцкий музей, она сейчас есть. Вот. Потом, значит, я участвовал на выставке «Большая Волга». Вот. Это очень редко, когда после училища сразу там вот это вот, и такие большие выставки, это зональная выставка, все области Поволжья, все, значит, вот, и вот у меня отобрали туда. И вот интересно, был такой момент, что меня подошла там на выставке одна женщина, говорит, я вот искусствовед, буду писать про вас. Я говорю, да вы что, вот для журнала «Художник». Было написано, она большую статью писала про всю выставку, и было написано несколько строчек.
Понимаете, там из художников Калмыкии, из графических листов художников Калмыкии следует выделить лист «Вернулся» как пример остро задуманного психологического портрета. Вот и все. А у меня там пришел солдат с фронта, вот, и прострелено зеркало, такое там трещина, и запыленное. И вот он пришел, так вот как бы смотрится, вот лист весь, работа, и вот зеркало прямо в нем. И там вот это стерто, и только глаза видны, а здесь там силуэт пропадающий такой. Вот. И вот по этим глазам можно определить всю горечь, вот это то, что это. Вот, оно как пример остро задуманного психологического портрета. И когда это вышло в журнале «Художник», вот у Давида Кукультинова есть стихотворение, называется «Дайте первую удачу». Вот. И вот это была для меня как раз вот такая первая удача, которая меня подвигла дальше. На этой работе было какое-то влияние папы? Может, он смотрел, может, он что-то сказал? Вот хочу сказать так. Папа был очень такой принципиальный, строгий. И когда, допустим, я однажды взялся вылепить чего-то там, да, у нас был такой маленький бюст Ленина, вот. Это еще я, когда в 9 классе учился. Вот. Я начал лепить, для меня все хорошо. Он пришел, значит, взял стек, значит, вот здесь у него, вот на лбу, значит, здесь треугольник, значит, он процарапал там, значит, вот здесь. Геометрию. То есть, да, там вся, вот так вот. У меня руки опустились, и больше я его не просил помогать. Вот ту работу папа видел? Какую? Вот солдата перед зеркалом. Он видел же, он был в выставкоме за нами. До выставки. До выставки видел, да. Все нормально. Он не нарисовал, не стихал? Нет, потому что это уже готовилось до выставки. Дело-то в том, что я сделал работу, вот мои дипломные работы института, вот, и которые в Третьяковку купили. Там у меня называется «Вдова Чабана». Вот. И вот эта вдова Чабана, она, значит, там едет на лошади женщина, вот у нее там косы спрятаны вот в это. Вот. И он все время подходил и думал, как же мне придраться ко мне. Ну не придраться, но в общем как поправить чего-то. И когда вроде бы сделал я все, да, и когда, значит, она прошла на одну выставку, на всесоюзную выставку, потом закупила Третьяковка, вот он никак не мог успокоиться. Вот, все время хотелось что-то поправить. Ну, я его понимаю отлично, потому что, ну, как так, пацан молодой там, да, вот это самое, и вдруг у него сразу же 6 работ купила Третьяковка, а сразу же из диплома. А 3 работы поехал на всемирную выставку в Нюрнберг, всемирная выставка рисунков. И там, значит, это самое, у меня фирма Faber-Castell премию мне дала, и еще купила эти работы через международную книгу. Вот. Так что, в общем, вот, ну, я старался не просить его, чтобы он мне помогал, потому что я стеснялся. Потом приходилось исправлять. Как повлияло, что было написано в художнике Паллада, да? Как повлияло? Да, на вас. Меня очень толкнуло. Вот, я говорю, у меня прямо это, ну вот первая удача называется. И вот эта вот первая удача меня прямо подтолкнула творить творчески. И потом я сразу же за этот же год еще на всероссийской выставке «Советская Россия 5». Вот, участвовал. Так что, в общем, вот, что делать-то? А ничего, пускай будет. Вот. «Советская Россия 5». И, значит, это самое, и так что я очень это самое, ну, я не говорил об этом, потому что там, когда поступал я в институт, тоже не любят, чтобы у тебя. И мне даже повезло тоже так, когда я закончил Суриковский институт, что у меня, значит, сразу же взяли в творческие мастерские Академии художеств еще на 3,5 года. Вот. И когда вот еще у меня купили Третьяковской галереи, и когда был съезд Союза художников СССР, и мой профессор по институту, он был председатель Союза художников СССР, самый главный в Союзе. Вот. И он на съезде Союза художников, нас 3, которые были, ну, отличники,
Коля Коротков, Толик Любавин и я. Все мы сейчас академики и все народные художники. И он тогда сказал, вот мы сейчас, вот у нас защитились блестяще такие-то вот Санджиев, там Коротков и Любавин, и вот мы сейчас сделали исключение для них, чтобы их принять по защите диплома, принять в Союз художников СССР. Ну, мы обрадовались. Все. Но самое интересное, что мы пошли поступать, якобы, ну где нам билеты получать, союзные там, то все, куда документы сдавать. Они говорят, чего? Идите-ка, ребята, подальше, собирайте документы, будете поступать, как и все. То есть это было по всесоюзному радио сказано, что вот нас приняли в Союз художников. Самое интересное, что когда я уже собрал документы, я там, Толя, в общем, нас прокатили, потому что в Союз. Я, значит, потому что как дурак написал, что работы хранятся закуплены Третьяковской, а там в комиссии-то сидят люди, у которых нет этого. Нет этого. И нас так. Вы были очень популярны, вы были очень заняты, вы были очень востребованы, модны, можно даже сказать. Вы давали возможность художества своей супруге. Она же художница тоже. Да. Ну, я вам хочу сказать, вот она, я как на святую на нее молюсь, потому что вот она ушла, но она посвятила всю жизнь мне. Потому что она почувствовала, что два художника в одной семье тяжело. Вот я именно хотел спросить. Вот, тяжело. И она уступила и как бы взяла на себя все тяготы и лишения домашней заботы, воспитания ребенка, там это самое, в общем. И вот, ну, тяжело, она заболела 14 лет назад, сейчас уже прошло 3 года, как она умерла, а там она 14 лет она была больна, почки больны, она была на диализе. Знаете, что такое диализ? Это искусственная почка, ее там 3 раза в неделю привозили. Она была хорошим критиком? Критик, она твоих работ? Да, мы общались всегда, но она как бы категорично не высказывалась, не выступала. Вот ей нравилось, как я работаю, и я, честно говоря, очень плечо ее чувствовал, она помогала всегда. Понимаете, вот чисто по-человечески она такая, это очень такая... Вот мы среди ваших работ, как называется это направление? Это направление, да я не знаю, как это называется, потому что это мое, так, да, я вот делаю на досках писали иконы. Вот. Но иконы, они же канонизированные работы, там, допустим, скажем, Вознесение или Преображение, или там въезд в Иерусалим, там, и так далее, там все, там ослик такой-то, там это все. Вот. А здесь я просто использую носитель, на которых писали иконы, доски. Вот. Делаю левказ. Левказ тоже делали также иконописцы. Вот. Но они левказ шлифовали, он гладкий был, и они писали. Вот. А я специально делаю фактуру, чтобы вот такая была интересная фактура, она как бы тоже работает интересно. И это вот, типа, у меня называется авторская техника. Авторская. Угу. Я подписываюсь как авторская техника. Вот. Вы работаете в основном на дереве. На стекле работаете? Из стекла? Из стекла не работаю, и на стекле тоже не работал. Я вот посмотрел, почему сделать не на стекле? Витраж. Что там? Дело в том, что у меня где-то все-таки сработало вот это вот, потому что институт, училище я делал витражи, потому что там и декоративно-оформительское я заканчивал отделение. И я делал там санаторий для почечников в Калмыкии. И я ездил в Санкт-Петербург, в Ленинград еще тогда, ездил, мне там дали синьки, там проекты этого санатория, который строился в Элисте, под Элистой. Вот, они мне дали, и я там разработал обеденный зал санатория и внутренний дворик. Там я даже эти самые ручейки пускал, там, в общем, все так, цветы, там, зелень, там, и так далее, все разрабатывал. А вот в обеденном зале я сделал витражи.
Вот. И даже на защите я использовал витражи, но правда я не делал так, как, ну, я там прокладывал фактуру между, а потом уже заливал этим самым цветом. И это было очень эффектно, и я с отличием закончил. То есть ко мне вернулось, потому что там было декоративное оформительское отделение, и нам давали задание фреску, витраж, там вот много чего, сказку там, допустим, и иллюстрации и так далее, и так далее. То есть у нас как бы вот так. Посмотрев на ваши работы, каждый скажет, о, это Санычев. Это точно. Да. Когда это появилось? Вот у меня как бы не было никогда, вот чтобы, знаете, у меня... Вот солдат перед зеркалом это холст, наверное, да? Это нет, на бумаге. На бумаге. Пастель я там. Пастель. Ну, и же через несколько лет это появилось, да? Появилось? Нет, у меня же графики очень много. Я же закончил графический факультет. У меня графика, вот «Вдова Чебана», там снимается кино, «Братья Меньши», там и так далее. Там есть у меня очень много работ. Вот. Поэтому здесь моя Калмыкия, вот, тоже. Поэтому есть это самое, это у меня графический. Наши графики, да, и литографию делал на Синеже, в Челюскинской даче. Я на больших камнях делал литографию, потом печатал все. А папа видел ваши работы вот, в таком стиле на дереве? В таком стиле нет, не видел, потому что он ушел в 94 году, а это уже позже. Вы выставляетесь на любых континентах. Я слышал, в Америке очень много выставляют. Да, нет, я выставлялся и в Швеции, и в Дании, и в Лондоне, и в Вене, и в Милане, то есть и в Шанхае выставлялся. Вот. Я много очень выставлялся в Европе, там в Польше, в Чехии все это делал. Вот. Кстати, у меня мой друг хороший был, Володя Ремель, был послом Чехии в России. Он был первый космонавт в Чехии. А Бурахча тоже приезжал ко мне, здесь был у вас. Меня даже орденом наградили космонавтом. Там книжка. Да. Что здесь не всегда? А я тут все сразу нельзя. Это же было вот так вот много было. Много, да, у вас? Очень много. Вы сказали вот о друзьях, начали говорить о Бурахча и так далее, да? Да. Много ли друзей в Монголии? В Монголии? Ну, не скажу, что много, просто много позабылось, потому что мы же учились еще вместе, тоже там, понимаете, ребята, мы не так соприкасались, а, допустим, скульптора ребята из Монголии, вот, были, вот, одна даже женщина, девушка была тогда, сейчас она, может быть, уже, моего возраста, может быть, помладше, может быть, немножко, я-то поздний, как говорится, я поступил, закончил уже институт в 32 года, а аспирантуру вот 3,5 года еще, 35,5 лет. Вот, то есть. Монголия или монголы это очень большие ценители искусства. Они очень хорошо разбираются в искусстве. Я знаю, поэтому я подарил, кстати, посольству, еще когда Алтан Гирел подарил там работы, там были веселья. Я не знаю, как сейчас. Да, здесь посольство монгольское. У нас тоже свои есть ценители вот всего этого прекрасного, и очень много коллекционируют. Мы покупаем, наши ребята покупают очень такие значимые ценности, мировые. Некоторые картины там миллионами долларов, наши ребята покупают. Хорошо. И вот вы назвали там Америка, Дания, Европа, Китай, да. А Монголии не назвали. Монголии не выставлялся. Почему вот. Не выставлялся? Мне попытались, я же говорю, Хангай, когда был послом, он попытался договориться там, все, и я даже уже составил количество там работ, все, технику и так далее, все списки составил. Вот, и когда посчитали, сколько это будет на перевозку, вот,
Из-за этого вот Вы развалился. были в Монголии? Не был. Вот я как раз, так можно? вот как раз тогда. Как так можно? Так я с удовольствием бы поехал, но дело не в этом. Дело в том, что я говорю, что хотел с выставкой приехать, да, чтобы и заодно вот это самое. Я бы на вашем месте бы сначала поехал бы. Сейчас я согласен, я с вами полностью согласен. Посмотрел на Монголу, Где- понял бы, да? Конечно. И потом решил бы, с чем приехать. Ну, естественно. Вот мой друг Коля Коротков, вот, он сам в Киргизии работает, но он русский парень. Вот, он, значит, купил сам у скульптора здесь Александра Невского, вот, скульптуру, и подарил Монголии, потому что Александр Невский, князь, он в свое время был в Монголии. Вот, понимаете, и он подарил, и там поставили в парке где-то небольшую студию. Я позавчера узнал о художнике по имени Джамиль. Джаид Джамиль, он азербайджанец. Ага. Он, оказывается, много лет работал художником в Монголии. Там преподавал там свое. И когда я позавчера увидел его картины, его картины только и Монголия. Монголия. И техника работы тоже монгольская стала. Нет, я согласен. Ну, он, если там он работал, преподавал, сам изучал, естественно, это все. Ну, у меня, например, да, вот в цветовом соотношении, да, у меня чувствуется вот этот самый буддийский, монгольский, калмыцкий, там этот самый вариант. Потому что вон там у меня висят работы, и здесь вот эти работы тоже. Они по насыщенности цвета и так далее, и так далее. Вы хорошо знаете Дашином Бекова, да? Да. Его работа, которая вот стояла в Лондоне, и вся мировая пресса освещала, что Чингисхан спустился сверху и вот приземлился хитро в Лондоне. Да. Вы помните, да? Помню. Она сейчас находится в Ламбаторе, в Монголии. Я знаю, да. Нет. Вот поэтому, что я хотел, вы должны обязательно выставиться в Монголии. Да это обязательно. Да я с удовольствием. Но для этого не должны собирать контейнер там, вы должны сначала сам приехать. Это можно, только нам нужно сначала. Сейчас вы знаете, я вам хочу сказать как по секрету, может быть об этом не надо где-то чего-то говорить, но сейчас никто ничего не покупает вообще. Никаких работ не покупают, все вывели свои деньги за границу. Здесь вот в России, в Москве ни гнезд не вьют и не украшают свои дома. Вся Рублевка распродается, вот, и все. И дело в том, что никто ничего не покупает. Я не могу распродавать свои работы, потому что они дорогие работы. Понимаете, вот это все социальное золото, камни натуральные, есть даже драгоценные камни. Понимаете? Я не могу их вот так вот раз и это самое. Поэтому и не продается. А тенденции, вообще вот тенденция у художников ни у кого ничего не продается. Благо у меня, я как академик еще имею возможность, мне платят, пожизненно платят там, академическую зарплату, скажем так. Она не считается, что я зарабатываю ее. То есть меня только налог 13% высчитывается, 80 тысяч это платится, а так 69 600 получается. На руки вот мне выдают. Вот я живу на это и на пенсию 20 тысяч пенсии. Вот всего 90. Но вы работаете же? Я все время работаю, у меня все время, вот я вам еще потом покажу еще другие работы там. У меня здесь вот это же у меня запасники. Здесь я говорю, что у вас много друзей в Монголии. Начиная с Хангая, Аттенгере, вы еще много имен называете. И Дактен, так я же Эльбек Дорч тоже, мы с ним очень хороших отношениях. Он даже приезжал, мне там дарил часы, там водку пили. И так, вот. Потом который бояр. Да. Вот. Он меня приглашал, я был в посольстве здесь, подарил ему работу, когда еще он мне говорит: Дмитрий, он изумительно говорит по-русски. Вот, у него просто
чистейший язык. Он же литературный институт закончил. Вот. И он говорит: Дмитрий, я вас лично приглашаю. Вот, приезжайте. Так не успел. Так у нас и коронавируса нету. Так я не об этом говорю, не успел, когда он меня пригласил, а потом у него там что-то случилось. Он сейчас нормально бодствует. Ну нет, что-то там было такое, поэтому в то время не получилось, что я поехал. Но в любом случае, я очень рад, что с вами познакомился. А мне тоже очень приятно. Я очень рад, что вижу, могу притронуться к вашим работам. Это для меня большое счастье. Спасибо. И был бы еще больше счастлив, если бы хотя бы раз приехали в Монголию, вы познали о нас. Я с удовольствием, с удовольствием. После того, как вы узнаете Монголию, когда вы там встретитесь с друзьями, там, поедете по Чабанам, у вас появятся новые идеи. Я знаю. Очень много человек у вас появится. Я отлично все это понимаю. Но вот сейчас, в данный момент, только, я говорю, признаюсь, вот как не на что ехать. Не на что ехать, ты убейся. Я бы, может быть, поехал даже сделать... Я знаю очень много художников. Для них деньги никогда не были проблемой. У меня тоже не было. Для художников никогда не было целью деньги. Вот, и у меня... И в советские времена, и социалистические, во все времена. Я с вами совершенно согласен. Если вы решили, всегда найдутся. Это понятно, не в этом же дело. Дело-то в том, что, понимаете, какая штука? Вот ощущение, когда тебя вдруг, вот, я же летал в Америку, там в этом бизнес-классе, там и так далее, все было нормально. Вот у меня покупали работы за 300 тысяч долларов, допустим, там, нормально, это самое, австриец купил там, в общем, купил коллекцию мою целую, даже во дворце Палфея там выставлял. Осторожно, налоговики могут услышать. Там же было. Так что вот. В общем, короче говоря, вот такая вот ситуация. Просто я хочу сказать, раньше было нормально, вот, а потом раз и все прекратилось. Это не только у вас, а по всему. Везде. Мне звонят американские художники, говорят: Дима, к вам можно приехать продать что-то? Я говорю: так же, как и у вас. Вот, так что вот точно. А там же я же прилетал туда. У меня Стивен Сигал, мой хороший товарищ, приглашал меня на день рождения, я прилетал к нему в Лос-Анджелес. Вот. У Ричарда Гира мои работы есть. Вот. Так что... Наши ребята, монголы, в этом направлении очень хорошо работают. Но не только в Монголии, но по всей Европе, по всем континентам. Да. Я познакомлю вас с таким парнем. Очень интересная работа. Я думаю, монголы будут очень-очень рады видеть ваши. У меня же ведь вот здесь вот все, это же запасники мои. Здесь вот прямо я могу целый манеж. Да. И там другой. В следующем году Монголия и Россия справляют 100 лет установления дипломатических отношений. Вот. В это празднование годовщины будем отмечать целый год. Будут очень много мероприятий, выставочных, там поездок культурных. Надо туда попасть. Наверняка у вас много друзей в академии. Да, это я согласен, это можно подключить. Тот же Бату Хасиков, он самый мой хороший товарищ. Вот обязательно воспользуйтесь этим. Мы, монголы, всегда с глубоким уважением и с любовью относимся к нашим монголам за рубежом. Тем более к калмыкам, потому что наши бабушки и дедушки говорят: как там калмыки, самые далеко живут, как они попали туда, как они самые далеко. Там внутренняя Монголия, буряты, там Тува, они же еще и близко. Да. А как там наши калмыки? Мне же Бату звонит и говорит: Дмитрий, значит, это самая такая штука.
Вот сейчас делается упор на туризм. Вот. У нас же в Калмыкии это единственные буддисты в Европе, считается, республика. Вот. И оттуда, с ближайших городов, из Краснодара, из Ставрополя, из Ростова, из Волгограда, из Астрахани, автобусы ездят в Калмыкию, и там, значит, вот это самое, ну, посетить Хурум, там, вот, ну, Датсан, вот. И поэтому я, например, отлично понимаю, что можно действительно из Калмыкии сделать, типа, знаешь, есть вот здесь Золотое кольцо, вот здесь там Ярославль, там Иван, в общем, ну, а там можно по Калмыкии сделать интересные посещения, не только в Элисте. Да. Вот. Какие-то вещи, вот я не знаю, как, чего, ну, у меня родились идеи, там, допустим, вот когда снимали там фильм «Снегурочка» здесь, да, в Костромской области, выстроили деревню, там, Берендеевку, где царь Берендей жил, там выстроили. Потом, когда фильм отсняли, и эту деревню оставили, и туда едут смотреть все это дело, там, ну, инфраструктура налажена, там какие-то гостиницы там и так далее, и так далее. То есть, как бы, я точно не знаю, я там не был, но мне говорили, что там вот все налажено, там сувениры продают, там, и люди приезжают, вот это дело. Здесь же можно сделать эпические там какие-то места, эпос калмыцкий, джангар, там не просто вот так вот, а действительно связано с землей, с кибитками, со всеми, там те же буддийские моменты, там же ведь до калмыков жили скифы, сарматы, вот, и там вот этот звериный стиль, вот, на камнях вырезали, там вот, скифские золото там, и так далее, и так далее. Если, например, действительно взять, направить художников на это дело, возродить какие-то вещи такие, поставить там, где нужно, и даже ну... В этом году вот, Элиста справляет свою годовщину, город. Да. Вы будете праздновать еще автономию. Автономию, вот 13 числа будет открытие выставки. Это здесь. прекрасная возможность сказать, заявить себе по России, по миру, что мы вот... Да. Без вас никак. Поэтому именно и правительство, и другие организаторы вот этих предприятий, надо им сказать, что я здесь нахожусь, где ребята. Я же между прочим, когда вот во всех странах, где я выставляюсь, да, я все время там калмыкам. Конечно. Вот, и мне спрашивают, что такое калмык, как там, чего, где. И я через переводчиков я объясняю, что Калмыкия находится вот там, это все монгольские племена, как говорится, вот это. И Калмыкия это единственный вид. Спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю встречу, за прекрасное интервью, за такие искренние, сердечные воспоминания о папе, о маме, за то, что вы существуете и делаете такую красоту. Вы один из самых одаренных, наверное, монголов мира. Спасибо вам. Спасибо, что вы существуете. Спасибо вам. Не надо отлеживаться, надо тебе уже вставать на конь. Я с удовольствием, Езжай в Улан-Батор. Да. Двигайся. Двигаюсь. Многих лет вам жизни, здоровья. Спасибо вам. Без тебя нам было бы очень плохо, скучно. А я хочу сказать спасибо вам за то, что вы вот занимаетесь такой великой вещью, вот когда с таким проектом большим, то, что объединить, хотя бы так показать, что есть там, познакомить, это очень здорово. Спасибо вам огромное за ваш труд. Спасибо вам большое. Спасибо.